Теневая экономика есть во всех странах мира, в том числе и развитых, совершенным налоговым законодательством. Однако вопрос лишь в ее доле в соответствии с ВВП страны. В Кыргызстане, по разным данным, она может превышать 40%. В условиях экономического кризиса и дефицита бюджета вопрос вывода серого бизнеса из тени вновь актуализируется. Мы внедряем электронный счет фактуры. С 1 июля текущего года был внедрен на постоянной основе, и в настоящее время плательщики НДС, субъекты, которые осуществляют импорт-экспорт, они обязаны применять электронный счет фактуры. Между тем, эксперты считают, что для вывода экономики из тени нужны системные изменения. Во-первых, государство должно гарантировать неприкосновенность частной собственности. Предприниматели должны быть уверены, что их бизнес никто не отнимет под разными предлогами. Второе, нужно сократить количество налогов и снизить ставки на некоторые из них, считает экономист Умбриэль Темиралиев. Вот только тогда, когда предприниматель знает, что то, что он заработал своим честным трудом, ни один государственный орган, в частности, ни АКС ГКНБ, ни ГСБ, да, ни Генеральная прокуратура, ни МВД не смогут прийти и отжать этот бизнес или этот капитал, тогда люди будут готовы вкладываться. А в такой маленькой экономике, как наша, такая куча налогов не нужна. То есть нужно сократить, например, 2, 3, максимум 6 налогов ставить, чтобы больше других вообще налогов не было. Или 5 налогов ставить. Да? Немаловажна и справедливость судебных решений. Бизнес-сообщество не раз поднимало вопросы рассмотрения в судах хозяйственных и налоговых споров. Практически в 90% случаев суды выносят решения в пользу государства, тем самым на корню убивая бизнес. Кроме того, в большинстве случаев к предпринимателям применяют строгие меры пресечения в виде лишения свободы. Все налоговые споры, диспуты между налоговым органом и предпринимателями должны решаться в административных судах. Тут, в принципе, как такого мошенничества нет. Да? Это какой-то уголовной деятельности тут нет. То есть люди ни контрабандой не занимаются, они не продают оружие или наркотики. Силовые ведомства, АКС, ГСБ, МВД и Генеральная прокуратура, они не должны подходить к предпринимателям по налоговым вопросам вообще, пока суд финальной инстанции не выявит решение. Низкая заработная плата какая у тех же налоговиков, у тех же таможенников. Да, они, может, чуть больше получать, чем учителя, но в то же время надо откровенно сказать, что их заработная плата, когда они видят тут миллионы, они лучше будут брать взятки, чем их даже заработная плата не интересует. Для вывода экономики из тени не требуется вносить какие-либо изменения и налоговые или иное законодательство, считают эксперты. Хорошо известно, что кыргызская система налогового администрирования и соответствующая законодательная база по-прежнему самая либеральная среди стран постсоветского пространства. Главное сегодня защитить бизнес от произвола правоохранительных и судебных органов, от различных посягательств и мелкой опеки. А для этого нужна политическая воля высшего руководства страны, уверены аналитики. Бахыт Кульчуманов, Нью ТВ.